Быстро и без лишних вопросов ученики, не покидая ряды своего класса, выходят на улицу. Пожар или землетрясение – неважно, учащиеся отлично инструктированы. Помимо часов, уделенных правилам безопасности, на каждом этаже школы находятся информационные стенды с указаниями, что делать и как вести себя в чрезвычайных ситуациях. При чрезвычайной ситуации, если ты находишься в помещении, если произошло землетрясение, пожар или наводнение, нужно как-то эвакуироваться из помещения. Если же нет способа эвакуироваться в землетрясении, в пожаре или землетрясении, нужно укрыться чем-нибудь или сесть под предметы, например, стол, под кровать, спрятаться, чтобы когда потолок разрушается, на тебя что-нибудь не упало. Здесь готова к любым неприятностям. На лестничных площадках кнопка пожарной системы, а за каждым углом огнетушители. У всех преподавателей четкие обязанности по пожарной безопасности в учебное и внеурочное время. Бывают давки, бывает, что люди не знают, в какие двери выходить, откуда убегать. Сегодня при стройке таких помещений, как наша школа сегодняшняя, современная школа, у нас есть очень много выходов со всех сторон, со всех крылов. Боковые, с третьего этажа, со спортзала, со столовой, со всех кабинетов. У нас висят стенды на каждом углу, в какую сторону дети должны выходить. Младшеклассникам достаточно усвоить несколько простых правил, что делать нельзя и какие конкретно случаи могут привести к воспламенению. Для учеников среднего и старшего звеньев уже необходимо освоить навыки спасения человека в чрезвычайной ситуации, освоить способы тушения очагов возгорания и, конечно, уметь пользоваться огнетушителем. 2019 год МЧС России объявил годное предупреждение в рамках плановой проверки, неплановой и внезапно нами разработанный план. Внезапная проверка образовательных учреждений, то есть на объекты с массовым пребыванием детей. Будем проводить как плановые, так и неплановые. При проведении проверки, результат проведения проверки в ходе будем акцентировать внимание эвакуации детей, действия персонала, отработка действий персонала, правильная эвакуация детей, что необходимо сделать и какие минусы будут, чтобы в последующем отработке, чтобы знать, где что, какие у них минусы. В связи с участившимися случаями возгораний в школах и других госучреждениях профилактические и практические работы с гражданами проходят по всей стране. В первой школе к вопросу соблюдения пожарной безопасности относятся с особым вниманием. Только так можно быть спокойными за здоровье и жизни учеников и педагогического состава. Лариса Дударова, Магомед Даскиев, Новости 24.